Әрбір хужабикенің үз сірі, үз линиясы. Гармонияда бұл. Yoqtılık qamtul, palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. И сәнмесіз, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня для вас новый рецепт и новый гость. Встречаем популярный татарский певец Максут Юлдашев. Салям, Максут! Салям, Руслан. Добро пожаловать Рахмат, на татарскую кухню. Максут Юлдашев, вокалист, лауреат международных конкурсов. Родился в Узбекистане в городе Ургенч. С 90-го года живет в Татарстане. Окончил музыкальную школу по классу баян. После окончания средней школы поступил в Казанский государственный институт культуры в класс профессора Венеры Ахатовны Ганиевой. Будучи студентом 4-го курса, был принят на работу в Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, артистом хора. С оперным театром гастролировал в Голландии, Испании, Бельгии, Германии и Португалии. После ухода из театра занялся сольной карьерой, лауреат различных конкурсов. «Созвездие Йылдызлык», «Сандуғаш кірді көңілге», «Татар мыңы». С 2014 года работает преподавателем в Институте культуры на кафедре сольного пения. У нас вот так красиво здесь, вкусно. Опа. Татар халқы, наш татарский народ всегда ходит с гостинцами, и это гостиница тебе от меня. Чай и конфеты. Но, я так понимаю, десерт у нас уже готов, а блюдо у нас сегодня будет из мяса. Как называется? Называется мясо с черносливом. Кора жемеш белян ит. Это татарский вариант названия нашего блюда. Как он готовится? Ну, в принципе, берется мясо баранины. И говядина. Сегодня у нас два мяса, У нас кстати. сегодня будет два мяса. Ну, мясо баранины, ты же уж сам прекрасно понимаешь, да, то, что он очень полезный и очень много хороших качеств. И наш пророк кушал только баранину. Но для любителей не только баранины, но и говядины мы будем два варианта подготовим. Мы начинаем готовить мясо черносливом из двух видов мяса. Это говядина и баранина. Приступим? Приступим. Смотри, баранина поближе ко мне. Тебе Давай. баранину, а мне говядину. Как мы будем резать мясо? Я вот тебе сейчас покажу, а ты на моем примере и начнешь баранину. Так. Ну, пласт где-то примерно сантиметр, но... Так, у баранины мы сейчас посмотрим, сколько получится. Будем ли потом отбивать его? Да, конечно. Ну и первый вопрос, Максут. Вот, я думаю, телезрители, они все, прежде всего, хотят узнать, ты сегодня готовишь, потому что тебя позвали, пригласили, или потому что ты тоже любишь готовить? Ой, я люблю. В месяц хоть раз я все равно доготовлю. Всех выгоняю из кухни, чтобы мне никто не мешал. Ага. Потому что начинать со своими советами, а я люблю все-таки делать все по-своему. Какие блюда готовит Максут дома на кухне? Ой, ты знаешь, курицу люблю, потому что мясо диетическое. Вообще мясо люблю. А блюдо, которое вот тебя можно угостить, когда ты в гости приходишь, ты думаешь, ага, Максут придет, приготовлю-ка я вот это. Ты знаешь, я люблю, когда красиво все подают. Поэтому... То есть для тебя важна красота прежде всего, да? Ну и эстетические, и вот вкусовые, чтобы качества были на высшем уровне, это меня больше всего трогает. Как ты думаешь, какие вот татарские блюда можно назвать не только популярными, а еще и красивыми, когда подают их? Вот, например, бялиш. Это же красиво. Это шедевр, я вам расскажу. Особенно, когда его открываешь, и там красота-то внутри. Вообще, татарская кухня, она вся красивая ведь. Не спорю. Как и татарская музыка. Мясо у нас готово для того, чтобы его отбить. Да. Для этого нам потребуется отбивалочка. Да. И, конечно же, Руслан, для того, чтобы у нас было все чисто и аккуратно, дай, пожалуйста, пленочку. Пленочку. Да. Сразу видно, все-таки человек часто работает на кухне и готовит мясо. Вот так вот мы это накрываем. Так можешь, кстати, обрезать. И ваш обеденный стол будет чистым даже во время отбивания мяса. Молоточек у нас один, поэтому я думаю, ты пока начни отбивать говядину, а я могу что-нибудь еще сделать, помочь. Руслан, пожалуйста, пока сыр. Поешь. Руслан, а ты пока поешь Нет, сыр. если ты сейчас сыр поешь, а мы что будем готовить? Да, согласен. Сыр нам тоже потребуется. Что мы с ним режем? Мы его натираем. Терочка нужна. Да.
Так, продолжаем. Да. Бисмилля рахман рахим. Бисмилля рахман рахим. Давай, стучи, Максут. И под звонкий гром Чукича, молотка, Максут расскажет нам, каким артистом был он в детстве. Ну, ты знаешь, с первого класса пою. Вот я говорю, значит, я угадал, все-таки был артистом с детства. В первом классе начал, во втором бросил, в 10-м опять начал. Потому что без этого, ну никак. И ты знаешь, получилось так, что все-таки я хотел вообще бросить вокал, бросить музыку, уйти в другую сферу. Но выдержал одну неделю. И я потом уже к этому вопросу больше не возвращался. И всю жизнь с песней в дороге, с песней по жизни. Да. Я думаю, самое время первую песню подарить нашим зрителям. Эту песню у меня мама очень любит. Яшьлегим хисләре. Сахраларда ялгыз йөргән чакта яратам мин чәчәк исләрен бүләк итәм бәгърем ал тартынмалы син яшьлегемнең кайнар хисләрен. Молодец, Максут. У меня даже голландский сыр расплавился сейчас в руках, так красиво, мелодично поешь. Спасибо, друг мой. Молодец. Но вот первые песни в школе, давай вот вспомним. Какие ты пел? Татарские народные? Нет. Про кита. Песня про кита? Да. Что это за песня про кита? Я даже не помню. Не помню. Но в школе нравилось. Но я помню, о чем я пел. О чем? Я пел о... Ну, а кита? Кашалот. Кашалот. Ну, это же все равно как... Татарский вариант кита, кашалот. Мне кажется, готов. Да, вроде все. И теперь Отправляем Чукиш на место. Снимаем пленочки. У вас должны получиться красивые, ровные, одинаково ровные кусочки мяса. Да. Продолжаем У нас, слушать ваш рецепт, Максут. Что делаем дальше? Так. Дальше ты берешь баранину и говядину. Меняемся все-таки. Говядина тебе ближе, ага. Потом солим, перчим по вкусу. Так, пожалуйста, солим, перчим. После чего сыр. Тот самый сыр. Да. Который ты Я так красиво сделал. профессионально натер. Да. Его посыпаем сверху. Так, слушай, ну, очень интересный рецепт, как и интересна нам дальнейшая судьба Максуда. После школы поступил, я знаю, тогда еще в Институт культуры. Да, и ты представляешь, мне очень повезло, что я попал Что к Венере поступил? Ахатовне. То есть твой преподаватель Венера Хатнаганеева. Да, Венера Хатнаганеева, что... Ты ей сейчас можешь в камеру передать привет ей. Да. Венера Хатуна миннан да зур салям. Вот рад всегда встречать ваших учеников. И голос хороший, и кормят достойно. Как училась в Институт культуры? Расскажи. Ну, после школы сразу пришел. Ну, до этого я еще участвовал на конкурсах «Созвездие», «Сандугач». Ну, после чего Венере Хатуне, Можно видимо, побольше, мне кажется, понравилось. сыра. Ага. Видимо, понравилось, да и я... То есть она тебя, Венера Хатуна, первый раз увидела на конкурсе тебя? Да. То есть, когда я уже пришел к ней в университет, тогда она уже меня визуально знала. Ага. И, Аллаху шукр, я поступил, проучился, потому что все, что я знаю в вокале. То есть ты вышел на сцену, ой, Максут, нет, не пой, все, давай, поступил следующий. Так, Мунир Ахмаев, нет, это надо послушать. Это еще не факт. Достаточно, я думаю. Да. Хәзер инде Руслан менә бу черносливны матур иттереп куябыз да, һәм түгәрәк иттереп. То есть заворачиваем Да. чернослив в наше мясо. Да. Ты хотел сказать, Максут. Точно. Прям целиком, да? Да, конечно. Так, следи, пожалуйста. Вот смотри, сейчас я попробую один сделать лично. Вот так вот. Во, Все-таки ты мастер. килипшик-то получился. После чего Да, вот у меня как раз вопрос, как же он сохранится в таком красивом После чего формате? мы его завязываем, Так. чтобы он у нас так Давай держался. завязывай. Вот ведь. Так и знал Максут, что с простым рецептом ты не придешь. Ну, сангбегинде. Так, давай сейчас я продолжу. Да. И вот такая красота у нас получается.
Так, мы в таком вот варианте их оставляем в конечном, да? Но как готовить их будем? Ну, мы сейчас его будем обжаривать на бараньем жире. Я думаю, для чего ты его принес? То есть мы сейчас бараний жир отпускаем в сковородочку. Да. Так. У тебя безотходное производство. Филе сюда, жир туда. Вот. Если маленький кусочек мяса, то можно чернослив разрезать пополам и попробовать его завернуть так же. Максут, ну вот что интересного в студенческой жизни были? Какие конкурсы были? Как вообще тяжело было учиться? Ведь когда кругом целый класс талантливых людей, то пробиться, мне кажется, сложно. Ты знаешь, вокал все-таки непростая штука. Вплоть до 3-го курса я не знал, что от меня хочет Венера Хаттон. Слава богу, сейчас понимаю. И во время учебы мне повезло то, что я попал в оперный театр. Подожди, то есть, ну ты же уже на 4-м курсе попал в оперный театр. Да, на 4-м курсе меня взяли на работу в оперный театр, меня приняли в хор. Но подожди, у тебя было желание или просто пришли и сказали, так, вы, все, в оперный? Нет, у нас было прослушивание. Ага. Из 26 человек отобрали где-то 6. Но ты мечтал работать в оперном? Ну да, конечно. Это же все-таки оперный театр. Это ого-го какой оперный театр. То есть ты прошел конкурс, начал работать в оперном театре? Да. И мне повезло то, что все-таки там такие гиганты, такие профессионалы своего дела. Что Джураева, что Дразнина, что Максут Юлдашев. И я, кстати, предлагаю сейчас, Максут, в честь твоей работы в оперном театре исполнить вот нам что-то такое вот из оперы. Из оперы навряд ли, а неаполитанскую песенку можно. Итак, неаполитанская песенка поет Максут Юлдашев, слушает Руслан Шарафудинов. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata sole. И самое интересное. Sole, che io bella, oh sole mio, stai fronte a te, oh sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Чуть тюбетейка не упала. Вот это голос! Браво, Максут, браво. А тем временем, посмотри, практически у меня все готово. Осталось эти рулетики завязать, и мы начнем их обжаривать. У меня масло, кстати, уже готово. Вот эти вот шкварки убери. И начнем обжаривать. Но мы их будем обжаривать до полуготовности, потому что далее по рецепту мы их поместим в духовочку. Да. Так, ну, все готово. Давай перемещай. Бисмилляй. Так, давай. Давай. Я держу. Мы перемешали здесь и говядину, и баранину уже. Опа. Хорошо, когда мужчины готовят на кухне. Сейчас подумали наши милые девушки, которые смотрят нашу программу. Оставайтесь с нами. После перерыва мы продолжим готовить мясо с черносливом и еще одно блюдо. В эфире вновь программа «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях популярный татарский певец Максут Юлдашев. Еще раз салям! Первая часть нашего блюда, которое называется мясо с черносливом. 2 вида мяса, баранины и говядины. Готово для того, чтобы переместить его в духовку. Но перед этим нам нужно снять веревочки, чтобы они нам потом не мешали. для этого нам потребуются ножницы Да. и твой строгий взгляд. Я думаю, я сейчас один здесь справлюсь. Объясню, почему я сказал строгий взгляд. Потому что Максут у нас сейчас работает преподавателем. И строгий взгляд для него ежедневная работа. Как так решил после оперного театра начать работать в своем же институте, который ты когда-то закончил? Потому что это безумно интересно. Я не только обучаю, но я и учусь у них. Потому что столько много всяких идей интересных. Они такие клевые. Мы сейчас про студентов говорим, чтобы люди поняли, да? Конечно же.
ты, получается, заряжаешься позитивом от студентов. Ну и опять-таки ты должен был сказать, что и ты вновь вернулся к Вене Рахатовне. Да. А что конкретно преподаешь? Сценическое движение, ансамбли, концертно-сценическую подготовку. Ну, то есть все, что связано со сценой. Руслан, давай теперь ее переложим в сковородку. Пожалуйста. Так, чуть-чуть маслица все-таки. Да, обязательно. Капнем. И в духовочку. Сколько мы, кстати, готовим его в духовке? Ну, минут 20, или 30, в зависимости от того, как мы его готовили на... По готовности посмотрим, да? Обжаривали. Так. Ну, я думаю, минут 30 будет самое идеальное. Нет, ну сразу видно, вот преподаватель стоит, ничего не делает, командует. Я в роли студента. Так, Ну, потому что ты очень красиво делаешь. все, согласен, комплимент принимается. Вот. Рулетики у нас получились. Кстати, на всякий случай давай немножечко Да. добавим соли. Чуть-чуть. Так, посолили и в духовку. Нет. И сметанку сверху, а потом в духовку. Слушаюсь, товарищ преподаватель. Сметану всю. Да. Вот это еда. Ой, как- Это чисто такое блюдо для настоящих татарских мужчин. Шулай, ты Руслан? Но теперь точно уже можно спокойной можно душой тырить, да. искать бисмилля рахман. Отправляем наши мясные рулетики в духовку. Так. Баражимиш белян ит. Мясо с черносливом. Мясо нарезали поперек волокон на кусочки толщиною около 1 сантиметра. Отбили, приправили солью и перцем. Отбитое мясо присыпали тертым сыром, добавили чернослив, свернули рулетиками и завязали нитками. Мясные рулетики обжарили на растопленном бараньем жире до румяной корочки. Затем сняли нитки, выложили на противень, полили сметаной и запекали в духовке 30 минут. И пока у нас готовится в духовке, давай сделаем еще одно блюдо – картошку по-деревенски. И будет это у нас гарниром. Руслан, ты у нас картошечкой занимайся, а я луком, чтобы ты не плакал. Отлично. Отлично. Так, ножик у тебя есть. Да. Как режем картошечку? Кружочками? Давай кружочком по-деревенски. Кстати, Руслан, противень возьмешь сразу, чтобы... Процесс, чтобы Да, у нас да. был беспрерывный. Да. Так, так он пойдет? Да. Так, сразу маслица. Ну, мы сегодня, кстати, не поговорили о твоей творческой карьере популярного татарского певца. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимые композиторы? Кто пишет тебе песни, музыку? Ну, в последнее время мы работаем с Юрой Федоровым. И аранжировки он делает. Риф Ахметов тоже с аранжировками. И в основном пою народные песни. Ретро-песни очень нравятся, потому что в них заключена вся такая красота татарской музыки, которую все-таки сначала, наверное, нужно впитать в себя, прежде чем давать что-то свое новое. Поэтому ретро-песня от Максуда Юлдашева. А я пока картошку порежу. ну, мы ретро-песню с тобой уже спели. Давай теперь народную споем, которую у меня в репертуаре «Айли Гюлькеев». Значит, когда я перехожу на быструю часть, ты танцуешь. Хорошо, только ножик убери, а то я боюсь танцевать. Alım birsem akalı faklar saklap giyersin miken alıp çıksam sahralarga serin söylersin miken И Ayli gülkeyim, kübelek neyim. Такого не делали у нас. Uyula bağırkeyim, sızılana yürekkeyim. Ayli gülkeyim, kübelek neyim. Kara karlı aşkayım, la sarı sandık aşkayım. молодец, Максут, молодец. Заставил меня танцевать. Ой, надо отдышаться, друзья. Так, картошечка у меня эзер готова. Я сейчас первый слой Так, выложу, сделаем выкладываю. это красиво. Обязательно. Давай сделаем это красиво и полосочками. Картошка, лук. Даже здесь, видите, Максут хочет, чтобы это было не только вкусно, но и красиво, как ты сказал. Максут, часто получается выбираться на гастроли?
Да, раньше было чаще, теперь, потому что из-за преподавательской деятельности приходится оставаться большую часть времени в Казани. Но раньше с оперным театром мы пол Европы обколесили. Вот там как раз-таки я и научился готовить. Потому что мы жили 5 мужиков или 4 мужика, да, и приходится самим. Ну кормить это себя. когда оперные выезжают на несколько месяцев, например, там, я знаю, в Европе, в Голландии вы там живете, да? Да, И, то есть Голландия. питание все за свой счет и своими руками. Да. Какие популярные блюда там готовы? Можешь сказать? Я очень любил шампиньоны с томатом. Ну, получается, и на гарнир уже или картошка, или макароны. Очень вкусно получается. Надеюсь, и сегодняшнее блюдо получится очень вкусным. Ну что, теперь, Руслан, посолим. Так, соль, Да. пожалуйста. И зальем молоком. Слушай, в первом блюде сметана, во втором молоко. Откуда такие рецепты? Но тем интереснее будет, друзья, дождаться приготовления обоих блюд. Вот это рецепт. Так. Еще немножко все-таки соли я добавлю. И сыр поверх всего этого. А я уж обрадовался, что у нас останется сыр, Максут. Так. Бисмилля рахман рахим. Ну, дорогие друзья, действительно очень красивые блюда сегодня подготовил Максут. Вот. Ну, а узнаем мы, насколько вкусными получились наши блюда после небольшой паузы. Картошка по-деревенски в духовочку. Картофель по-деревенски. Картофель нарезали кружочками, репчатый лук полукольцами. Выложили слоями на смазанный растительным маслом противень, посолили, залили молоком, посыпали тертым сыром и отправили в духовку на 30-40 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. Максут, Аллаха шикр, настало время пробовать блюдо, которое ты сегодня готовил, естественно, вместе со мной. Блюдо номер 1 – мясо с черносливом, говядина и баранина. И картошка по-деревенски. В молоке мы это готовили, а мясо в сметане. Нашло. Прям истинно мужские блюда. Ну, как гостеприимный ведущий, я кусочек мяса первый себе, потом тебе. Так, картошечка уже есть, остается сказать бисмилля рахман рахим и попробовать. Да, давай. Кстати, какое мягкое мясо получилось. Внимание. Барабанная дробь. А ведь удивил ведущего, который 3 года пробует вкусные блюда. Ну и картошечка с сыром здесь не помешает. Как твое мнение, Максут? Он мне очень нравится, я же люблю это блюдо. И мне важно твое мнение услышать. Но я тебя похвалил, потому что мясо получилось вкусным. Соус со сметаной – молодец. Оригинальный рецепт оригинального татарского певца. Молодец. Хорошо. Ну а сейчас от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе вот такой вот подарок. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Ну и в завершении программы хочется сказать тебе еще раз спасибо. Во-первых, удивил рецептом, ну и про голос я уже вообще ничего не говорю. Прошу в конце еще одну песню. Спасибо, Руслан, вам, что позвали меня. Мне было очень интересно. И татарскую народную песню, думаю, вместе споем. Исполнил мою мечту. И еще один музыкальный подарок, а это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю. Давай, Максут. Talı birisi, talı birisi, talı birisi, tallarda. Talı birisi, talı birisi, talı birisi, tallarda. Sanıdığı aşım eğitip soyra, süygeni yarımı koyularda. Sanıdığı aşım eğitip soyra, süygeni yarımı koyularda. Хоп! Максут Юлдашев и Руслан Шарапутдинов говорим вам до новых встреч. Сау, Достлар. Спасибо, что были с нами. Молодец.